Я продолжаю писать карту дня на 17 мая. Это у нас среда. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Знаки от Весов до Рыбок. Если вы зашли на это видео, а вам нужны первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Здесь вашего знака нет. Как ее найти? Легко и просто. Внизу под видео здесь есть ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите. Обязательно есть тайм-коды под каждым видео. По тайм-коду можете найти свой знак и смотрите. Можно по значкам. Если знаете значок, можно просто перекручивать, пока свой значок не увидите. Можно и так. А я смотрю дальше. Весы. 17 мая, среда. Покажите мне, что будут за события у весов. Показывает, что вы можете быть чем-то... Ага. Вот видите, увидела дом, а потом увидела печаль. Ну, здесь два варианта. Значит, смотрите. Кто увидел домик, у вас проиграется дом. Это какое-то событие, праздник, мероприятие в доме. Но я дом не увидела. Ну, значит, не должна была. Я увидела печаль. Поэтому оставляю ее. То есть печаль показывает, что вы можете быть чем-то разочарованы в этот день. Сейчас посмотрим, что нам еще покажут карты. Приглашение. Вот видите, это показывает, что событие действительно какое-то может быть по домику. Вас могут пригласить куда-то. Может быть печаль, знаете, как проиграется. Допустим, не получится попасть на это событие. Да, вот как-то, раз я его не увидела, оно не сложилось. Подарок. Да, вот надо с подарком идти. Печаль, подарок. Расстроена, что подарок надо покупать, не знаю. Радость. У вас такие крайности будут, да, то есть от печали до радости в этот день. Прибыль. Знаете, как может быть? Вам могут подарить подарок. Может быть, событие у вас, вы приглашаете. Вам прибыль, идет подарок, но, может быть, не нравится подарок. Не знаю. Как-то так еще может быть. Неприятность какая-то. Неприятность. Опять же, может быть связана с подарком. Потому что рядом. Слезы. Слезы радости. В общем, у вас тут целая головоломка. Застолье, любовь. Видите, домик не выпал, а бокал все равно показал, да, что застолье, событие будет. Маску нельзя. Надежда. Часы нельзя. Ну, надежда, понятно, на то, что эта неприятность разрешится, да, то есть какая-то есть. Друга нельзя, якорь нельзя. Потому что эти карты зафиксированы, я их не могу перекладывать. Здесь нет. Значит, смотрите, что получается. У вас, получается, будет одно событие очень классное, позитивное, и одно негативное. Поэтому тут вот, что есть, это вот вам и показала. Точно будет, смотрите, приглашение, гости, радость, любовь. Прибыль, подарок, да, то есть это из плюсов, ну и надежда. Ну, надежда скорее, наверное, больше к минусу тут отнесется. А минус это показывает, что произойдет какая-то неприятность, вы очень сильно будете расстроены, да, вот прям до слез может быть. Но, тем не менее, надежду не теряете, то есть надежда есть, что вы как-то выкрутитесь, да, то есть решите эту неприятность. Поэтому вот здесь как бы плюс и минус. Будут они взаимосвязаны или нет, тут мне сложно сказать. Очень может быть, что неприятность будет связана с подарком, потому что рядом выпали. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, скорпиончики смотрим.
17 мая, среда. События дня. Приглашение. Вас куда-то могут пригласить в среду. Деньги. Возможно, придется потратить деньги. Мешок часто это траты. Гости нельзя. Надежда. Будильник нельзя. Выбор. Надежда на успех. Друг нельзя. Событие, праздник. Причем, скорее всего, будет, наверное, у кого-то. Событие, праздник, вас будут приглашать. Я думаю, так. Прибыль. У вас в этот день и прибыль, и расходы. Значит, смотрим, что получается. Приглашение, какое-то мероприятие, расходы, выбор, прибыль, надежда и успех. Но успех это больше связано с работой, с делами. У вас будет какой-то, может быть, даже победа какая-то маленькая. Так что вот такой замечательный день. Все события очень хорошие. Но единственное, конечно, минус это выбор, потому что весы обычно показывают такой сложный выбор, когда два варианта, да, то есть и из стороны в сторону кидает, не знаешь, что выбрать, очень тяжело. Поэтому тут вот как бы только минус. А так, в принципе, в целом хорошо. Благодарю за внимание, Скорпионы. Перехожу к Стрельцам. Так, Стрельцы. Смотрим, что у вас 17 мая. События дня для Стрельцов. Ожидание, корабль. Решение какого-то вопроса. Конфликт. Дорога. Чемодан нельзя было, не сказала вам. Смотрим, что здесь. Новость. Здесь нет.
Получается, в этот день у вас будет ожидание, будет поездка, решится какой-то вопрос, получите новость, и из минуса может быть конфликт. Так что будьте готовы к этому. Причем это конфликт очень острый, серьезный конфликт. Да, то есть это не какая-то мелкая ссора. Поэтому тут вот постарайтесь избежать, если не хотите испортить себе настроение. Благодарю за внимание. Стрельцы, перехожу я к козерожкам. Козероги смотрим. Семнадцатое мая, среда. События для козерогов. Надежда, общение с друзьями, плохое самочувствие, ну или запланированное, может быть, у вас какой-то в этот день лечение, визит к врачу, исполнение желания, решение вопроса, интимная связь, выбор, нерешенный вопрос, но у вас, видите, выпали ножницы, нерешенный вопрос решится. Возможно, у вас долгое время не получалось решить что-то, да? То есть вот именно в среду получится. Вообще вот этот день очень хороший. Вот вы у меня уже, получается, 10-й знак, и у всех, в принципе, прогноз очень такой достаточно позитивный. Таких негатива прям большого не выпадало. День будет неплохой. Так, ключ, прекрасно. Ключ — это возможности, открытые двери. Может быть, еще важный какой-то день, да, то есть ключ часто показывает ключевой, то есть день, который мы запоминаем. Замок нельзя. Значит, смотрите, из плюсиков, ну, в принципе, все плюсики, кроме как здоровья, показывает, что у вас открываются двери, появляются возможности, и нерешенные вопросы решаются в этот день. Дальше общение будет с друзьями, в личной жизни все хорошо, есть какие-то надежды на этот день, исполнение желания, что крайне редко выпадает. Ну и вот из минуса, да, то есть это может быть какой-то сложный выбор в этот день, и минус тема здоровья, то есть тут непонятно, то ли плохо себя чувствуете, то ли, может быть, там, не знаю, запланировали какие-то визиты, связанные со здоровьем, поэтому тут вот сложно сказать. Но в целом, видите, все как бы неплохо. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Смотрим водолеи. 17 мая, среда. 17 мая, среда, события дня. Ссора.
показывать, небольшая может быть у вас. Еще метла — это может быть наведение порядков. Ну, хотя, вот видите, неприятность, что может показывать, да, что это все-таки ссора. Решение вопроса. Конфликт. Угу. Смотрите, ссора может перерасти в серьезный конфликт. Успех нельзя. Любовь. Гости. Новость. Какая-то информация придет, новость. И здесь нет, значит, смотрите, из плюсов. Из плюсов у вас все хорошо будет в личной жизни, любовь. Могут быть гости в этот день, решится какой-то вопрос и придут новости. Из минусов неприятность будет, и будет ссора, перерастающая в конфликт. Ну, опять же, это может быть, это неприятности есть. То есть нам карты просто показали, какая. Поэтому тут вот для вас есть, видите, предупреждение. Так что, если не хотите портить отношения с кем-то, вот старайтесь не доводить все до острого конфликта. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Остались у нас рыбки, сейчас будем смотреть. Так, рыбки. Семнадцатое мая. Смотрим, рыбки, среда, что у вас? У вас будет получение, первое событие, конвертик. Исполнение желания, прекрасно. Победа. Ключ. Ну, прям одно событие лучше другого. Ключ показывает открытые двери, возможности, выход, решение какого-то вопроса. Змея, могут быть завистники. Может показывать, кто-то будет завидовать в этот день. Ну, как бы оно и понятно, да, и тут есть чему, и желания исполняются, и возможности появляются. Угу. Горизонтали, вертикали нет, была еще роза, свидание. То есть, когда я ставила ключ, можно было свидание поставить. Тогда бы змея не получилась, тогда была бы только роза. Ну, я увидела ключ, поэтому оставляю его. Значит, смотрим. Чудесный день у вас. У вас, получается, будет получение чего-то.
у вас будет исполнение желания, будет победа, успех, ключ, возможности, открытые двери, решение сложных вопросов и змея, да, то есть завистники, люди, которые завидуют, за спиной шипят, говорят о вас, да, то есть иногда даже и в глаза змея может показывать какие-то колкости, можете слышать в свой адрес, поэтому тут вот будьте готовы к тому, что будут шипеть змеи в среду рядом. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.